Добрый вечер. В эфире информационный выпуск Амшакшара. Сейчас расскажем коротко о самых главных событиях сегодняшнего выпуска. Компания Nestlé отозвала партию детских сухих смесей по причине потенциального риска наличия в сырье токсина цереулита. 20 детей из Абхазии отправились в Псковскую область для участия в культурно-образовательном проекте. В Рытинском нацпарке выпало до 1 метра снега, но дорога к озеру не перекрыта. Ключевые направления деятельности Кабмина в текущем году обсудил премьер-министр Владимир Делба с вице-премьерами. Владимир Делба подчеркнул, что Новый год начался с активной работы по выполнению поручений президента, обозначенных в послании Народному собранию. В числе приоритетных направлений развитие сельских территорий, государственная поддержка молодых семей и улучшение жилищных условий граждан. Также делается упор на обеспечение населения стабильной электроэнергией, борьбу с незаконными подключениями и подготовку к курортному сезону. Участники совещания также обсудили инициативы в сферах культуры, спорта и молодежной политики. Мы некоторые итоги подвели за прошлый год на заключительном заседании Кабинета министров, но полный отчет о деятельности правительства, о достигнутых результатах, что мы делали в прошлом году, какие меры были реализованы для целей социально-экономического развития, в целях обеспечения безопасности, правопорядка, ну и других важнейших направлений мы к концу месяца, безусловно, опубликуем это. Есть о чем сказать, есть что еще необходимо и нужно сделать. Потенциал, разумеется, большой в этом плане, но хочу вас заверить о том, что текущий год начался с того, что мы с вами, так же, как и в предыдущий год, начинаем активно работать по важнейшим ключевым направлениям, среди которых самое главное – это поручение главы государства непосредственно в целях реализации посланию президента республики. Еще раз хочу напомнить, есть сроки по поручению президента. Они у нас самые крайние сроки – это полугодие 2026 года по некоторым позициям, по некоторым чуть раньше. Важнейшим направлением, которое было обозначено в послании, это меры социальной поддержки, улучшения жилищных условий молодым семьям, нашим гражданам. И в этой связи было предложено президентом в кратчайшие сроки проработать вопрос по консолидации средств двух программ «Жилище 26-28» и, соответственно, программу, которая реализовывается через фонд репатриации. Важным аспектом является еще проработать вопрос, в том числе меры социальной поддержки при рождении детей в сельской местности. Ключевым важнейшим направлением остается в социальной сфере, это, разумеется, постоянный мониторинг, анализ возможностей по индексации размеров всех социальных выплат. В послании президента об этом тоже было сказано, о том, что до конца года довести при рождении ребенка до 50 тысяч рублей. Мы в декабре месяце с вами инициативу фонда соцстраха поддержали, с 28 до 35 подняли, и это очень важно дальше продолжить. До конца года в обязательном порядке мы должны достигнуть этого уровня в 50 тысяч рублей на ребенка для работающих родителей. Но это нас не должно останавливать, это не предел, не порог, программа улучшения жилищных условий наших граждан. Вот, как и репатриантов, так и непосредственно граждан республики и лиц, которые стоят в очереди на получение жилья по приоритетным категориям нашим. Эта программа тоже будет иметь статус государственной. Прошу вас, коллеги, оперативно включиться, критерии определить и сразу начинать работать в этом направлении и достигать нашу главную цель, естественно, это улучшение качества жизни, обеспечение безопасности нашего населения.
Вопросы подготовки годовой отчетности, а также возможные проблемы при ее формировании и пути их решения Владимир Делба обсудил с председателем Госкомитета по статистике Камой Гогия. Также речь шла об усилении мер административной ответственности за нарушение предоставления статистических данных и отчетности. Кроме того, на встрече обсудили этапы подготовки к проведению переписи населения Абхазии в 2030 году. 185 миллионов рублей направлено на лечение граждан Абхазии в прошлом году, сообщили в Минздраве. По данным ведомства, квалифицированную медицинскую помощь получил 1321 человек. Более 31 тысячи тонн мандаринов вывезено из Абхазии с начала цитрусового сезона. За аналогичный период прошлого года было экспортировано 36 912 тонн мандаринов. С начала сезона также вывезено 1266 тонн фейхоа, 509 тонн хурмы, 923 тонны лимонов, 302 тонны апельсинов. По данным Министерства сельского хозяйства, планируется экспортировать 33 тысячи тонн абхазских мандаринов до конца сезона. Госстандарт Республики Абхазия не рекомендует покупать и использовать отдельные партии детских сухих смесей бренда Nestlé. Это связано с добровольным отзывом продукции компании Nestlé Россия. Причиной стал потенциальный риск наличия в сырье токсина цереулида. Употребление такой смеси может вызвать симптомы, похожие на отравление или аллергию. Аэлита Арутюнян продолжит тему. Швейцарская компания Nestlé добровольно отзывает из продажи в России и многих других стран некоторое количество партий сухих, быстрорастворимых молочных и кисломолочных смесей и сухой смеси на основе аминокислот лечебного и диетического питания. Это делается в качестве меры предосторожности в связи с выявленным потенциальным риском наличия токсина цереулида в сырье внешнего поставщика, сообщили в Nestlé Россия. Арахидоновая кислота – это полинасыщенная жирная кислота омега-6, которая естественным образом присутствует в грудном молоке. Она необходима для нормального роста и развития детей, особенно для формирования мозга, нервной и костно-мышечной системы. Nestlé добавляет ее в свои смеси, чтобы максимально приблизить их состав к грудному молоку и обеспечить потенциальное питание для младенцев. Цереулит – это токсин, вырабатываемый некоторыми штаммами бактерий Bacillus cereus. Он устойчив к нагреванию и может вызвать тошноту и рвоту. В Российской Федерации временный запрет на ввоз и оборот данной продукции был введен еще на прошлой неделе. С 14 января по поручению председателя Госстандарта Абхазии Нарсоуа Сангуля на КПП республики отправлены инструкции по приостановлению ввоза вышеназванной продукции. В связи с чем Госстандарт проводит профилактические мероприятия, в том числе рейдовые. На сегодняшний момент по Республике Абхазия выехали 4 группы с отдела потребительского надзора и проводят мероприятия по изъятию с реализации данной продукции по данному списку, опубликованной самой компанией Nestlé. Под отзыв и нерекомендуемую к использованию продукцию попали 8 конкретных партий товаров. Поступили звонки от официальных поставщиков. Они хотят вывести эту продукцию и компенсировать предпринимателям нашим ущерб. Мы на сегодняшний день уточним, если вывоз не будет осуществлен, мы будем держать под контролем. Данная продукция будет утилизирована или денатурирована на территории Республики Абхазия по соответствию ГОСТам нашим. Важно отметить, отзыв касается только конкретных перечисленных партий, произведенных в период с 15 апреля по 27 ноября 2025 года. Другие партии, иные продукты детского питания Nestlé не затрагиваются. Госстандартом проводится комплекс контрольных мероприятий на границе и на внутреннем рынке с целью выявления недопущения в оборот на территории страны данной продукции. Также просьба всем потребителям, особенно мамам нашим, которые приобретали данную продукцию, внимательно пересмотреть, у кого уже она находится дома, посмотреть, сверить. Если оно совпадает с нумерацией, названием и датой выпуска, вот тут указано с 15 апреля по 27 ноября 2025 года, и название совпадает, то немедленно отложить и не употреблять данную продукцию. В связи с тем, что данная продукция может также, связано все это с тем, что вызывает рвотный рефлекс и диарею у детей,
маленького возраста. Андрей Аргун, инспектор государственного отдела потребительского надзора при Госстандарте, отметил, что на сегодняшний день исследовано не меньше 15 аптек. В большинстве из них имеются данные позиции товаров, непригодных к реализации. На данный момент мы выписываем предписание о снятии с реализации и в дальнейшем при координационной работе с нашим руководством будем опечатывать, снимать с реализации и, соответственно, возвращать поставщику. В целях обеспечения безопасности потребителей и всем субъектам хозяйственной деятельности необходимо незамедлительно прекратить реализацию и изъять из всех точек продаж всю продукцию, соответствующую описанным торговым маркам и опасному периоду производства. Сегодня председатель провел совещание, дал поручение всем подразделениям. Мы сейчас получили список поставщиков, группы выехали, будут там сверяться, проверять количество, объем, название и так далее. А также по рознице. И данная продукция продается как и в аптечных торговых объектах, так и продуктовых. Так что полный объем по всей Абхазии придется проверить и все торговые объекты по факту. Госстандарт призывает граждан быть бдительными при покупке и проверять даты производства на упаковке детского питания. Аэлита Арутюнян, Камила Джопуа, Абхазское телевидение. Заслуженная журналистка Абхазии Мадина Бганба 15 января отмечает день рождения. Журналистское образование она получила в АГУ. Будучи студенткой 3-го курса, в 1997 году уже начала работать внештатным корреспондентом на абхазском телевидении. Была ведущей передачи «А спорт Адуней», которая выходила до 2004 года. В разные годы Мадина Бганба работала в управлении информации президента страны, Кабмине, абхазском телевидении. Сегодня руководит управлением пресс-службы Кабинета министров Абхазии. Мы поздравляем Мадину Бганба, желаем ей крепкого здоровья и новых достижений. 20 детей из Абхазии отправились в Псковскую область для участия в культурно-образовательном проекте. Их ждут мастер-классы, посещение достопримечательностей и многое другое. Подробности в репортаже Гугуцы Вардания. Навстречу новым знаниям и впечатлениям 20 детей из Абхазии отправились в Псковскую область для участия в культурно-образовательном проекте. В первую очередь программа направлена на изучение биологии и экологии. На самом деле я давно участвую в проекте экологии. Я не раз ездила от него в лагерь Апсабара. 2 года подряд ездила. Мы на Золотом береге, там он находится. Я очень часто участвовала в разных проектах, еще от СДЮ, Дом юношества. И к этому проекту мы, в принципе, тоже готовились. Нас предупредили, что мы едем в Псков. Для нас это была очень такая радостная и волнительная новость, потому что это как-никак новые места, новые люди, новые знакомства, новая информация, как-никак новые знания. Рады такой поездке и друзья Апсуаны. Они все интересуются экосистемой, проблемами экологии, биологии и активно участвуют в экологических проектах. Поэтому и стали участниками поездки. А поддерживают их учителя и представители Министерства просвещения. Едут 20 детей. Это Дзюбжинская школа, Уарчинская школа и 2 гудаутские школы, номер 4 и номер 5. С ними едут 3 сопровождающих, соответственно, из каждой школы. Те школы, которые были отобраны, это те школы, которые в будущем будут сотрудничать. То есть они были отобраны в рамках программы дополнительной. Критерием отбора для детей послужило то, что у них особый интерес к биологии, географии, дети, которые успевают в школах. И, конечно, это те дети, которые могут показать себя. Это будет поездка, которая в себе будет совмещать и культурные сторону, и просветительскую, образовательную. И, конечно же, это та возможность, благодаря которой дети из нашей страны, из Российской Федерации будут иметь возможность для установления дружественных отношений, еще более тесных, детальных, для обмена опытом, для того, чтобы понять, что мы находимся в едином образовательном пространстве. И, собственно говоря, это та возможность, тот прецедент, когда дети наши еще больше углубятся в возможность реализации себя не только в нашей стране.
Первых гостей из Пскова встречала Абхазия. Именно Минпрос стал инициатором подобного просветительского проекта. В октябре 2025-го школьники из Пскова в течение 5 дней принимали участие в программе «Эко-путешествие в Абхазию». Дети из Псковской области посетили озеро Рица, где смогли изучить горные экосистемы страны, Новоафонскую пещеру, Абхазскую научно-исследовательскую лесную опытную станцию в Очамчире, Пицунда, Мюссерский заповедник и другие достопримечательности. Гугуца Вардания, Адиса Сагария, Раму Камкия, Абхазское телевидение. Квалификационная коллегия судей Абхазии объявляет о приеме заявлений лиц, претендующих на занятие вакантных должностей. Судьи Сухумского городского суда – 2 единицы, Гулрыбского районного суда – 1 единица, арбитражного суда – 1 единица, военного суда – 1 единица, Верховного суда – 2 единицы. Прием заявлений осуществляется в помещении Верховного суда с 16 по 30 января включительно. Государственная хоровая капелла отправилась на гастроли. 16 января артисты капеллы примут участие в Рождественском хоровом соборе в Нижнем Новгороде, а 19-го дадут концерт в зале церковных соборов Храма Христа Спасителя в Москве. Капелла представит концертную программу «Музыкальные мосты Абхазии и России». В нее войдут сочинения абхазской, русской и зарубежной хоровой музыки. В их числе народные песни о скале и ранения, произведения Надара Чанба. Дирижер Барас Куджба, хормейстер Мадина Чачхалия. 3 праздничных мероприятия организуют у главной елки в Сухуме. Зимние вечеринки с диджеем пройдут 19 и 20 января, сообщили в администрации города. Музыкальная программа начнется в 18 часов и продлится до 23:00. Вход свободный, а уже после 20 января елку начнут разбирать. Часть Сухума останется без воды 16 января. Из-за ремонтных работ ее отключат с полуночи до 20 часов в новом районе части старого поселка в районе Колоса и на улице Эшба, сообщает столичный водоканал. В Ритинском национальном парке выпало до 1 метра снега. Как сообщил главный лесничий парка Тенгиз Джиргения, дорога к озеру не перекрыта, но на КПП ведется осмотр автомобилей на наличие зимней шипованной резины. Снегоуборочная техника работает постоянно. На сегодняшний день у нас поднимаются туристы, дорога открыта. С 13-го, это 12-13 у нас обратно же были снега. Но мы дорогу не закрывали, мы успевали ее чистить нашей техникой. Вот. И по сей день дорога открыта. Минусовая температура у нас была до 3-4 градуса минус вот этой ночью. Мы утром посыпали песок и без всяких препятствий сегодня едут и туристы, и местное население. Ну, рабочие дни уже начались. Да, но основной туристы все равно поднимаются без всяких препятствий. Добро пожаловать в национальный парк. Крещенские купания пройдут в селе Каман ночью 18 января. Как сообщил глава Абхазской православной церкви иерей Виссарион, обряд начнется в 23:00 и продлится несколько часов. У Каманского источника будут дежурить спасатели, которые установят световую башню и расчет медицинской бригады. А в завершении выпуска расскажем о погоде. В пятницу, 16 января, в Абхазии ожидается дождь, местами со снегом, снег. Температура воздуха ночью -2, +3, днем +2, +7 градусов тепла. Температура морской воды +10 градусов. На этом информационный выпуск Амшевшара подошел к концу. Всего хорошего, до свидания.